Сале Хапышт 24. 3 года назад она получила специальность архитектора-дизайнера в Ростове и вернулась работать в Сухум, на родину. Сале – дочка Инала Хапышт, репатрианта и добровольца из Сирии. Родители мужчины были 5-м поколением потомков махаджиров. Отец – кабардинец, мать – абхазка, Куджба. В родной Нальчик Инал Хапышт приехал в августе 1992 года на гастроли с танцевальным ансамблем. Но он даже не представлял, какой окажется эта поездка. У папы получилось приехать в Нальчик вместе со своим коллективом на гастроли танцевальным. И всегда у него было желание остаться на родине. Так совпало, что в Нальчике он услышал о том, что здесь начались конфликтные ситуации. И он решил добровольцем приехать со своими друзьями. Они собрали группу и под руководством Султана Сосналиева приехали 15 августа, получается. Всю войну Инал Хапышт провел на Восточном фронте, а после решил уже никуда не уезжать из независимой Абхазии. Вскоре он встретил юную Илону Гогия из Ткварчала. Девушке не было и 18, тем не менее молодые люди твердо решили создать семью. И у них это получилось. Сале – средняя дочь в многодетной семье. Старший брат работает в погрануправлении, младший – школьник. Со временем часть семьи Хапышт перебралась в Абхазию из Сирии. В основном папина сторона все находятся там, но многие переехали сюда. В 2011 году приехали сюда двоюродные братья, папы, тети, сестры. И вот родной брат тоже приехал с концами. Недавно работает здесь и жена, и он, и дети здесь учатся. 6 лет назад Инал Хапышт ушел из жизни после 10-летней борьбы с онкологическим заболеванием. Дочь об отце говорит трепетно и с большой тоской, признается, что это был главный человек в ее жизни. Все, кто меня знают, знают, что я без папы себя не то чтобы не воспринимаю, но я как будто бы его часть, и всегда это было. И у нас была очень сильная эмоциональная связь, и поэтому мне было тяжело все это перенести. Но меня держало то, что он верил в меня, гордился мной, он любил то, чем я занимаюсь, интересовался. Поэтому я не сдалась еще на первом курсе. И он был такой, что ему было важно, что нас всех направить на путь. Как и моего старшего брата он направил, он устроил его на работу, и все его для нашего комфорта все устроил. И со спокойной душой, можно сказать, доверившись нашей маме, доверив нас маме, и так и ушел. Даже выбор профессии Сале связывает с деятельностью папы. Он был занят в сфере строительства и реставрации. У него 2 высших образования, и он еще учился на переводчика, потом переехал в Нальчик, но инженер-строитель. И после войны первые реставрационные ремонтные работы, там в гостинице Рица, в таких крупных гостиницах, он занимался как бригадир, как прораб. И долгое время до развития его болезни он занимался вот этими работами стройки, ремонтами. Наверное, поэтому мне это все было интересно. Каждый раз он дома что-то интересное придумывал. Я это видела. Сале много разговаривала с отцом о его выборе. Сначала ехать на войну, потом оставаться в стране и строить жизнь с нуля. Папа отвечал, что никогда не сомневался в своих действиях. Правда, иногда с горечью наблюдал за действительностью. Я часто об этом у него спрашивала, но он себя называл, он говорил, что он абхаз, и он не задумывался о том, что его жизнь ценнее, чем что-либо, что может грозить нашей стране. Поэтому он не задумывался, и даже он рассказывал о том, что он друзей, которых он собрал, команду перед тем, как приехать сюда добровольцем. Не все соглашались, и многих он не уговаривал, потому что не хотел за них ответственность нести. И каждый должен был сам решить, нужно ему это или нет. Но он был уверен, это точно, да. Он очень сильно нервничал за наши политические состояние в стране, за все это очень сильно переживал, пытался участвовать, что-то, он был репатриантом, и это не просто был репатриантом, он много организационных моментов помогал решать, еще когда сирийцев только привезли сюда, он и как переводчик ездил, и как организатор, как
возглавлял это все, можно сказать, как помощник. Все это было для него важно. Все, что происходило в стране, было для него важно. Слишком важно даже до того, что он очень сильно за это переживал, целыми днями уходил в себя, думал об этом. Да, это в нем было точно. За 3 года после окончания вуза Салли успела поработать в архитектурном бюро Мадины Чкотуа «Аббас», а с Нового года ушла в свободное плавание. Сейчас девушка занимается проектами самостоятельно и говорит, что в своей профессии чувствует большую востребованность на родине, которая для нее дорога. Я скучала очень сильно еще, когда училась в Ростове, и каждые 3 месяца приезжала, хотя обычно студенты раз в полгода ездят. Ну, потому что мне не хватает вот этого. Даже воздух, природа, море. Многие люди живут без моря, я не знаю, как они выживают. Хотя я не люблю плавать в море, но это вообще другое спокойствие. Это дом, это родина, это там, где бабушка, мама, все здесь меня всегда ждут. Но при этом я могу легко уехать и пожить где-то несколько лет, если мне это нужно, если по работе или просто я так захочу. Но это не значит, что я не хочу быть в Абхазии, не значит, что я не считаю это своей родиной. Это вообще как Апсна, как страна души. Если есть человек, который спросит у меня, почему Апсна страна души, я скажу ему, что здесь моя душа спокойна, поэтому... Сегодня Салли честно говорит, что может и готова куда-то переехать ради нового творческого опыта, но только с тем, чтобы вернуться. Слишком большой путь проделали ее предки, и слишком ценна для нее память об отце. Элеонора Гилаян, Валерий Квиквискири, Абаза ТВ.